В эти дни Сыктывкар принимает мини-футбольное дерби. В универсальном спортивном комплексе «Орбита» выясняют отношения два клуба из Коми. «Новая генерация» и «Ухта» после 4 туров Суперлиги расположились на первом и втором местах в турнирной таблице. Такого не было за всю историю российского мини-футбола. Алексей Корчма болеет за наших. Белый, смотри. Они до сих пор наверху турнирной таблицы. Белый, что делать будем? Просто так это оставлять нельзя. Ладно, слушайте меня, пацаны. Но только поймите меня правильно. Нельзя вот так взять и на эмоциях. Здесь нужен холодный расчет. Ухтинская бригада едет в Сыктывкар на разборки. Пресс-служба команды снимает промо-ролик по мотивам известного российского сериала. Антураж вокруг матчей Ухты и новой генерации соответствующий. Очередной коми-дерби принципиальнейших соперников. На что в первую очередь направлен акцент в подготовке к матчам с новой генерацией? Нет, это секрет. Я не буду раскрывать все секреты. А то новая генерация вдруг и не будет этим пользоваться. Сейчас расскажу. Нет, не буду. Скажи, а как вообще можно переиграть новую генерацию, команду, которая очень молодая, команда, которая использует активный стиль игры? Ну, во-первых, она молодая, и за счет какого-то опыта у нас есть хорошие исполнители, опытные игроки. Вот за счет этого можно переиграть. Тренерский штаб новой генерации тоже готовит сюрпризы ухтинцам. На установке с игроками просят снимать без звука. Тактика и стратегия на предстоящий матч должны оставаться в секрете. Мы понимаем прекрасно, что это такое дерби. Будут очень интересные два матча. Я думаю, что, наверное, самый лучший в этом туре. И, конечно же, мы будем настраиваться соответствующе. Не скажу, что как-то особенно, но мы понимаем, нужны победы и нужно зрителей порадовать хорошей игрой после того, как мы сыграли с «Газпромом». Поэтому мы настраиваемся очень серьезно. Мини-футбольное пиршество не иначе. Очевидно, битва будет жаркой. После 4-го тура два клуба из Коми лидируют в турнирной таблице Суперлиги России. Такого еще никогда не было за всю историю российского мини-футбола. Для новой генерации это, наверное, первый раз в истории, да, и 6 побед подряд, и первое место после 4-го тура, да, многие говорили, что это легкий календарь на старте чемпионата, хотя и мы обыграли и прошлогоднего серебряного призера, и прошлогоднего чемпиона. Я думаю, что наша работа и работа тренерского штаба не остается без внимания. Новая генерация на первом месте в турнирной таблице. Следом идет Ухта. Отчасти удобный календарь на старте чемпионата. Были проходные соперники, но при этом повержены и топ-клубы «Газпром Югра» и КПРФ. Не сказать, что календарь прям легкий. Все равно команды в Суперлиге все равны, грубо говоря, да. И, да, то, что там сыграли с Кристаллом, с Сибиряком, получилось выиграть. Надо еще было выиграть эти игры. Поэтому как мы находимся на первом месте, и будем прикладывать все усилия, чтобы остаться. На самом деле у генерации только-только по сути вступает в чемпионат, потому что вот сейчас начинается действительно игра с Ухтой будет, потом со всеми там лидерами Синара, то есть Тюмень, Синара, Торпедо, Норильский никель заканчиваем мы год. И вот, грубо говоря, цыплят по осени считают, а у нас цыплят по концу декабря считают. Матчи новой генерации и Ухты всегда проходят с аншлагом. На трибунах будет жара. Поболеть за своих придут сотни сыктывкарцев. Ожидается внушительный десант болельщиков Ухты. Очевидно, мини-футбол в Коми становится культовым видом спорта, уверен президент Федерации футбола республики Юрий Балабонов. Финансирование новой генерации – это, в общем-то, продукт деятельности наших властей. Да? Именно тот положительный пример, который мы можем транслировать, в общем-то, и показывать другим регионам, когда власти, да, действительно очень внимательно относятся к развитию команды. Потому что не секрет, что мы один из немногих клубов, который полностью, фактически на 90-85% делает ставку на своих игроков и укомплектован именно игроками местными, республиканскими. Противостояние новой генерации Ухты продлится 2 дня. Победитель на какое-то время сохранит лидерство, либо потеснит проигравшего и на какое-то время возглавит турнирную таблицу Суперлиги России.